Представителей разных течений христианства семьями и целыми поселениями ссылали в Якутию. За годы проживания в суровых условиях они не отреклись от своей веры. Все они отличались особенным трудолюбием, и кое-кто из них сумел скопить немалое состояние. До сих пор ходят легенды о зарытых ими несметных богатствах. Какие сокровища скрывает якутская земля? Чтобы ответить на этот вопрос, искатели Якутии отправляются в путь. Мы едем в село Павловск, где, по рассказам, местные жители на месте снесенных старых домов неоднократно находили клады. Почему именно в Павловске? Может быть, потому, что там жили знаменитые купцы-староверы Кушнаревы. Были ли якутские староверы так богаты, как о них говорят? Откуда и как они попали в Якутию? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к истории. Очевидно, правильно поступали царь Алексей Михайлович и патриарх Никон, когда стремились привести русскую веру к вселенскому греческому православию. Но в годы жестоких войн с Польшей, бунтов и мятежей реформа Никона воспринималась русским православным людом как предательство истинной веры. И то, что сегодня кажется формальным несоответствием, двумя перстами крестить лоб или тремя, в XVII веке стало предметом столкновения патриотических и, как мы сегодня сказали бы, глобалистических сил. Потому что за крестным знамением стоит символ веры. Борьба за веру, за Русь, за дребли православия была кровавой. Последователи протопопа Аввакума, который до последних дней сопротивлялся никонианской реформе, подвергались гонениям, были казнены или высланы в самые далекие и труднодоступные места, туда, где не мог выжить слабый человек. Им не на кого было надеяться, только на себя и на Бога. Дошли они и до Якутии. В середине XIX века прибыли сюда 500 семей. Были они направлены царской властью для строительства санной дороги до Аяна. Древли православные принесли с собой огородничество и хлебопашество. Чтобы посевы не были повреждены, староверы строили изгороди. Кюрюляхская – так называлась первая дорожная станция, что в переводе с якутского означает «изгородная». Позже староверы осветили это место и дали ему имя апостола Павла. В Павловске нас ждали и провели в музей, который в прошлом был партийно-методическим кабинетом. Теперь же в нем хранятся предметы, рассказывающие о жизни и истории старообрядцев в Якутии. Одна единственная церковь была Белокрыница. В Румынии это было. И люди туда стягивались за веру, чтобы молебен, все это уже это должно же ведь придерживаться. И западная граница наполнилась староверами. По тем временам было очень опасно, чтобы староверы могли бы связаться с поляками, связаться с французами, связаться так и со всеми европейскими государствами, могли бы идти походом. Также за веру. Остерегаясь этого, Екатерина II дала, как говорится, направление, чтобы староверы заселяли в Сибирь. По тем временам сибирские просторы еще должны были освоить. И тогда генерал Маслов начал, как говорится, отлавливать буквальным образом, насильным путем сосредотачивать на Урал. Со всех концов. А с Урала Забайкалье. Вот наша группа Павловская, Забайкальский с местности Тарбагатай. И они называются семейские. Почему? Семьями туда переселяли. Семьи были родом из юга. Семьи были даже будковские, вот с Польши. Семьи были из этого с Тамбова, с Рязани, с Московской области, со всех концов. И они сюда попали. В результате и здесь они семейными так придерживались. А то, если историю изучать, якуты же ведь живут вот родовым кланом по патриарху, а они живут семейными, кто откуда.
И в конце концов они настолько сблизились, стали родственниками. У них есть своя карта раньше была здесь. Вот, с кем кого женит, кого нет, кого разрешает, кого нет. Потому что родственные связи могли быть. Потомки ассимилировались. И в результате у нас здесь вот совершенно новая прослойка населения образовалась. Метизированная. Аналогов в мире такого нет. Они физически здоровые, крепкие, работящие, на вид очень красивые. Они все перенесли. И гонения перенесли, пересылки перенесли, климатические условия перенесли. И все тут выращивали, жили, процветали. Староверы с отцов концов сюда приехали. Опыт, богатейший опыт, это сосредоточилось в одной селении. Умение русского человека жить, трудиться, все эти их сноровки, и это обогатило жизнь. Есть в музее и абсолютно уникальные экспонаты. Вот эти иконы при воздании. Это старообрядческие иконы. Посмотрите, мазь, вот икона, да? Икона, посмотрите, темная. Это греческие люди. Видно же, да? Так, масть. Когда вот в 30-х годах все закрыли, каждому дому давали по иконе. И вот вера перешла во двор. Каждый родитель учил так. То есть детей учили. С поколения в поколение передавали. Эта Библия в серебряном окладе издана еще при Александре II. В то время было послабление староверам, и появилась возможность печатать старообрядческие книги. Специально для павловчан старообрядец Петр Кушнарев заказал и молебник. Фамилия Кушнаревых широко известна в Якутии. Основатель известной купеческой династии Апексим Кушнарев родился в 1837 году в Павловске в семье старообрядцев. Свой бизнес он начал с продажи хлеба на почтовых станциях Аянского тракта. Как типичный старообрядец, Апексим Кушнарев был очень бережлив, не курил, не играл в карты и не злоупотреблял спиртным. Поэтому он сумел обогнать конкурентов, прожигавших свои доходы, и приумножил первоначальный небольшой капитал, вложив его в очень выгодное дело – поставки масла, мяса и живого скота на золотые прииски Алекмы и Витима. А на обратном пути оборотистый Апексим Кушнарев вез в Павловск ценный строительный материал – Алекнинский лес. К 1881 году Кушнарев стал купцом первой гильдии, что давало ему возможность заниматься торговлей уже за пределами Якутии. Кроме того, он занялся продажей пушнины. Его магазины в Якутске, Москве, Иркутске, Томске, Охотске, Алекминске, Витиме были одними из самых лучших и соответствовали современному статусу универсальных магазинов класса люкс. После его смерти дело унаследовал сын Петр Апексимович. Обороты торгового дома Кушнаревых к 1916 году достигали 3 миллионов рублей. Династия Кушнаревых росла и процветала. Оставила она свой след и в Павловске. Легенды не возникают на пустом месте. И хотя часть рассказов о кладах, найденных в Павловске, является выдумкой, существуют и реальные истории. В 1982 году случилась такая история. В селе Павловск загорелся старый магазин купца Кушнарева. Но, к счастью, успели его вовремя потушить, хотя и сгорела часть стены. На пожарище затем собака по кличке Муха откопала горшок, набитый золотыми монетами. 2 человека, один из которых был работником магазина, сдали клад, и по закону им полагалось вознаграждение в размере 10% от стоимости клада. Но по сложившейся, скажем так, традиции, органы милиции взяли этих граждан под надзор. Делается это почему? Потому что некоторая часть людей, нашедших клад, сдают находку властям не полностью и сохраняют часть золотых или любых других драгоценных изделий для себя, а потом пытаются незаконно продать эти вещи. Итак, через 5 лет эти 2 граждан были арестованы с поличным, так как пытались продать золотые монеты, которые принадлежали еще, возможно, даже не Петру, а самому Апексиму Кушнареву. И были оставлены им как своего рода вложение на черный день.
Несметные богатства волнуют воображение простых обывателей. Ведь, по сути, любой дом Кушнаревых, склад или подвал может таить в себе клад. Искатели Якутии решили осмотреть сохранившиеся строения. Внутри находится этот подвал. Где-то вмещается 5-6 тонн. Так, с правой стороны тоже подвал. Внутри тоже хранилище. А внутри вот тут стойло для лошадей, рабочих лошадей. А рабочих лошадей они под открытое небо не составляли, а всегда в укрытиях от дождя, от снега, от ветра. А посмотрите, роза ветров. Дом сохраняет, если с севера, если дует ветер, да? А если дует ветер с запада или с юга, то с этой стороны тоже стоит, то есть загораживается. Во дворе ветра нет, и грязи, пыли тоже нет. А на задах стоило животных, баранов, свиней, кур. Сразу в дом не попадаешь. Попадаешь через метров 7-8. То есть это теплые сенцы. Сени называется. А потом заходим в здание. Этот дом габаритный, высокий, 3,5 метра. Так? Тут, когда замораживали в связи с передачей электролинии, микрорайон, 18 микрорайонов заморозили, то есть объекты тут заморозили, отопительной системы. Вот эта отопительная система этого дома не повредила. Недели стояла. Тепло так удерживало. Ну, благодаря еще женщин, тут, кто работает тут, в детском саду, они на полу поставили в тазах, детских тазах, свечи. На одних свете пламени тепло еще сохранялось. То есть вот эти дома тепло они не пропускают. Судя по всему, кушнаревские дома простоят еще 100 лет. Поэтому, если под основанием этих домов и зарыты какие-либо клады, придется долго ждать, пока их обнаружат. Как появляются клады? Из чего они складываются? Думается, что в данном случае клад – это результат определенного уклада жизни. Староверы были трудолюбивы, а значит богаты. Они были гонимы и поэтому были предусмотрительны и запасливы. Суровая действительность воспитала в них практичность и деловую хватку. Меновый рынок был с местными якутами. Он привозил косу, литовки. Эти литовки очень славились. Они назывались Пушковы. И вот эта литовка стоила у Кушнарева 2 туиска. Так? В одном туиске 3 килограмма, 6 килограммов сливочного масла. А вот этот кушнеровский литовку брали еще таежных наследках и перепродавали. И несколько раз, в конце концов, становился этот коса одной коровой или одним лошадью. А Максим Михайлович этого не хотел. Поэтому он заимел пароход по Лени-реке. Прямо на берегу напрямую продавал свои народно-хозяйственные товары. Его очень ждали от верховьев до низовьев. По Алдану, по Вилюю и по Лени-реке. Старообрядцы начали создавать и свою параллельную экономическую инфраструктуру, которая позволяла им успешно заниматься бизнесом вне зависимости от того, происходили гонения властей или наоборот, власти закрывали на их деятельность свои глаза. Во-первых, это была система взаимных кредитов. Единоверцы давали друг другу взаймы деньги на весьма выгодных и гораздо более лучших условиях, нежели в государственном банке. Без всяких поручительств, залогов. Во-вторых, любой купец имел своих очень хороших бизнес-консультантов. Они были его головным мозгом, его главными советниками. Очень наглядно это видно на примере Петра Апексимовича Кушнарева. Сам Кушнарев-младший использовал капитал своего отца, но и у него были отличные бизнес-консультанты. К нему стекалась информация со всех пределов Российской империи, от всех старообрядческих общин. Кушнарев-младший не чуждался технических новинок. У него было, скажем так, 2 прорыва в его предпринимательском деле.
Во-первых, пароход, названный в честь отца, Апексим Кушнарев, отличался тем, что у него была очень маленькая осадка. Это позволяло пароходу проходить во время сезона мелководья и заходить даже в малые реки, куда не могли зайти баржи и пароходы других купцов-конкурентов. Пароход, естественно, являлся плавучим магазином. И вторым направлением его деятельности, довольно ярким и очень перспективным, было то, что он стал полномочным официальным представителем компании Нобеля, которая торговала осветительным керосином. Конечно, после открытия в Якутске электростанции в 1913 году продажа осветительного керосина пошла на спад, но он не думал отказываться от этого бизнеса, так как чувствовал перспективу. Если бы у нас не было Октябрьской революции, в Якутске рано или поздно появились бы свои автомобили. И, значит, продажа бензина перешла бы в руки торгового дома Кушнарев. Староверы отличались не только деловой хваткой, но и милосердием. Петр Кушнарев содержал молитвенный дом старообрядцев и школу в Павловске. Петра Ивановича, племянника Апексима Кушнарева, впоследствии назвали просветителем Павловска. Он построил и открыл народное училище. Вот от того края до того края все научились грамоте, читать, писать. С 6 до 8 вечера они приходили каждый день учились. В зимнее время. Со дня Наума до Великого Поста, вот апреля месяца. Дома для престарелых, для детей-инвалидов устраивались в Павловске и в других старообрядческих селах. Старики и сироты в них никогда не оставлялись на произвол судьбы. Кушнаревы немалую часть своей прибыли тратили на благотворительность, на культуру, образование и на веру. Эта часовня в Павловском была возведена купцом Петром Кушнаревым. Он же в 1908 году добился того, чтобы сюда из Вилюйска был перевезен прах епископа Мефодия. Старообрядцы крестились 2 перстами, потому что для них это символизировало божественную и человеческую сущность Христа, Сына Божьего. Эта вера воспитала в них глубочайшее почитание Отца и сыновний долг. К отцам церкви своей они относились как к родному отцу. Этим и объясняется поступок Кушнарева по отношению к епископу Мефодию, причисленному к лику святых в 2003 году. Вот это наш святой епископ Мефодий, который уже во время гонения, значит, тайно рукополагал священников и, значит, венчал, проводил исповедование, причащал и все таинства. Его за это сослали, он был епископ Иркутский, его сослали в Вилюйск, древнего старика, уже за 70 лет было. И бросили там его на произвол судьбы за то, что он рукоположил священника. Спал он на полу в юрте, укрывался своим подрясником. И, значит, никакого ухода за больным стариком не было. И так умер. Его захоронили в Вилюйске на кладбище, а купец Кушнарев подал ходатайство в Москву, чтобы разрешили старообрядческого епископа перевести на наше кладбище старообрядческое, которое находится на той стороне. Через многие проволочки, но он богатый был человек, конечно, не обошлось без подмазывания, как говорится, но разрешили привезти, и то не разрешили петь панихиду. Когда везли тело, оно было нетленное совершенно. Исходило от него благовоние. Это говорило о том, что человек святой. Когда его сюда привезли, а московские чиновники узнали, что мощи нетленные, приказали железный гроб сделать и залить цементом. Вот. Но недавно приезжала комиссия, вскрыли гроб, несмотря на то, что оно, значит, было залито цементом, вся эта одежда, поручи и кости, все были нетленные. Потомки сосланных в Якутию староверов не отступают от традиций.
Кушнаревы, Будковские, Колбасины гордо носят имя древле православные и молятся перед теми же иконами, перед которыми молились их предки. А каковы перспективы объединения двух церквей? Да, вот это вопрос интересный. Он стоит давно. Значит, вначале говорить о соединении не было никакой возможности, потому что патриарх и царь вели одну и ту же линию на искоренение старобрядчества, отбирали церкви, все, даже молебные дома отбирали, сжигали, как вы знаете, людей прямо на кострах. Нас называли конокрадами, сектантами, ворами и так далее. Но какой-то свет в конце туннеля появился. Сейчас мы идем параллельными линиями, можно сказать. Чуть-чуть идем на соединение. Почему мы до сих пор не единая церковь? Почему мы до сих пор не имеем евхаристического, так называемого евхаристического богослужебного общения? Для меня это, пока вот такой вот неразрешимый вопрос. Мы не можем недобром отзываться о тех людях, которые также верят во Христа, в общем-то, стремятся спасать свои души, единственное, находятся вот в приходах той юрисдикции. Вот. Бог дал, вот церкви воссоединились, наша православная церковь Московского патриархата и церковь православная за рубежом в курсе этих событий вот нескольких лет давности. Может быть, в каком-то будущем все-таки старообрядцы и православные тоже объединятся. Вот мы все об этом, в общем-то, мечтаем и надеемся. Святые, крепкие, святые, бессмертный, помилуй нас. Груженные КАМАЗы движутся по большой современной автостраде, которой могло бы не быть, если бы более 100 лет назад ссыльными староверами не была бы прорублена первая санная дорога. По ней мы и едем в направлении бывшей первой почтовой станции. Существуют ли на самом деле клады староверов? Да, несомненно. Главное богатство этих сильных духом людей – их твердая вера. Искатели Якутии в этом абсолютно убеждены. Потомки крестьян-староверов до сих пор живут в Якутии. В июле 2004 года они установили крест в память о своих самоотверженных предках. Местные жители, водители-дальнобойщики, проезжающие автолюбители у подножия поклонного креста просят у Бога защиты в дороге. Говорят, что поездка в этом случае обязательно будет удачной. И неважно, какой ты при этом веры.